Николай Калида, «Венский стул». Читает Попова Арина, 14 лет. Мама умерла, когда мне было 8 лет. Я была совсем маленькой, но я помню ее похороны. Помню ее маленький гробик, ее холодную руку. Прошло несколько дней, и я стала забывать о похоронах, о страшных этих похоронах, о серых лицах людей, о кладбище с крестами, о кошке, которая бегала у всех под ногами. Черная кошка с горящими, безумными глазами. Прошло несколько дней, и я стала забывать все это. Тут пришел с работы папа. Фотограф, который был на похоронах мамы, передал папе пакет фотографий. Я не помню этого фотографа. Не помню, чтобы нас фотографировали. И зачем? Зачем его позвали? Зачем есть такая традиция звать на похороны фотографа? Папа принес домой фотографии. У него в руках было 3 вот таких вот черных пакета из-под фотобумаги. Он доставал фотографию и показывал мне. И я опять все увидела. Увидела людей, увидела страшную эту кошку, увидела маму, мою маму, увидела мертвой. Она была в гробу. И я все увидела, все вспомнила и закричала. Так страшно закричала, мне стало так плохо. А все потому, что я вспомнила. Так жутко, так страшно. И я кричала, кричала, кричала. Вы думаете, я сумасшедшая? Да? Но ведь у многих людей есть предметы, которые они боятся. Вот, когда я доставала ножницы, я увидела, что вы боитесь их, боитесь острых предметов. Правильно? Вы испугались ножниц, а я не боюсь их. Вы мужчина, я женщина. Глупая женщина, и потому я сразу закричала, как только увидела эти черные пакеты. То есть черный пакет, который вы доставали из сердца. Я не хочу умирать. Я не хочу, чтобы кто-то умирал. Пусть живут все. Место
Всем хватит. И глупым, и умным, всем. Вы простили меня? Я больше не буду кричать и пугать вас. Вы простили меня? Простили?